Трасса Сухум-Очимчира протяженностью около 48 километров полностью заасфальтирована. По графику завершить строительство планировалось через месяц, в конце октября, начале ноября этого года. Но строители постарались сдать объект к празднованию Дня Победы. На этом ее участке, неподалеку от реки Мук, дорожные рабочие уже наносят разметку. Пешеходный переход у остановки автобуса в одноименное село теперь будет виден отчетливо. Следом за разметкой установят дорожные знаки. По словам гендиректора госкомпании «Абхазавтодор», занимавшейся строительством, изначально в сметной документации не был учтен процесс фрезеровки. Это снятие старого асфальта. Пришли к тому, что надо все-таки для того, чтобы дорога была качественной, произвести фрезеровку, то есть снятие старого асфальта. Но это не просто снятие. Снимая, мы по отметкам, мы практически сделали всю топографическую съемку дороги. Мы равняли продольные и поперечные профиля. Вот этим самым за столь вот те средства, которые нам были выделены на данную дорогу, мы смогли дорогу, я считаю, отстроить на оценку хорошо. Все эти работы строители провели, не выходя из сметного лимита. Старый асфальт использовали вместо щебня для укрепления обочины дороги. Это, по словам Бориса Ачба, положительно отразилось на качестве дороги. Щебень, значит, часть уйдет в землю, часть выйдет на дорогу. Значит, а этот материал, он очень прочный. Там присутствует хоть какое-то количество смолы. Он хорошо укатывается, и прочные будут обочины. По словам специалистов, качество дороги отвечает требованиям, предъявляемым к дорогам второй категории. До декабря завершат строительство перекрестков, остановок и автостоянок. Ширина трассы, как и прежде, составляет 9 метров. Толщина асфальтового покрытия 6 сантиметров. Укладка произведена одним слоем. Благодаря фрезеровке и топографии местами толщина асфальта составляет 7, а то и 8 сантиметров. Было предусмотрено более 900 миллионов на эту дорогу, где предусматривался, значит, выравнивающий слой и еще 2 слоя сверху. Вот тогда бы я мог сказать, что дорога и 15 лет могла бы прослужить. Но из того, что мы имели по финансам, и за это спасибо нашему стратегическому партнеру, мы смогли все-таки уложиться в эту сумму. И грузоподъемность, я не знаю, сейчас очень большие грузоподъемные техника ездит, и 20, и 30, 40 тонные машины. И вот из расчета этого я даю где-то от 5 до 5, 6, 7 лет. Последние метры отремонтированной трассы у развилки на Тхуарчал и Очимчиру. Здесь оказалась не в порядке обочина. Ее разрыли после того, как ушли строители дороги. Прокладывали оптоволоконный кабель для интернета. Улицу Арзенба в Тхуарчале также уже полностью заасфальтировали. Установили фонари, а в скором времени здесь планируют заняться благоустройством и озеленением пешеходной зоны. Осталось немного совсем. Заезды сегодня завершают по этой улице. Сегодня завершены установка бордюров и укладка асфальта. Осталось уложить тротуарные плиты. Здесь 50 метров в улице Арзенба осталось не асфальтировано, но в связи с тем, что предусмотрен ремонт больницы, а эта улица прилегает именно к больнице, когда начнутся ремонтные работы, чтобы не испортить асфальт, мы предложим предусмотреть в инвестпрограмме уже когда будем ремонтировать проспект Свободы. Проспект Арзенба будет соединяться с проспектом Свободы. Укладка тротуарной плитки будет производиться в течение 2 месяцев. Ход и качество проведенных работ на обоих объектах, финансируемых в рамках инвестпрограммы, оценил замруководителя администрации президента Абхазии Адгур Лушба. Сметная стоимость этой улицы вместе с бордюрами и тротуарами порядка 15 миллионов рублей, которые заложены в инвестпрограмме к освоению в текущем году. И половина уже освоена, это то, что на асфальтопокрытие, установку бордюров. И я уверен, что до конца текущего года весь объем работ по данному объекту будет сделан. Что касается республиканской трассы, в рамках и в пределах той суммы, которые были выделены на этот объект, он достаточно неплохой.
В общем, по инвестпрограмме предусмотрено строительство 21 объекта. Из них 20 будут завершены уже в этом году. При этом уже освоено порядка 507-510 миллионов рублей. В целом, по инвестпрограмме на 3 года с 2015 по 2017 годы предусмотрено 935 миллионов рублей. Оставшаяся сумма перенесена на 2017 год. Сейчас ведомство работает над составлением перечня объектов, на которых будут проводиться работы в следующем году. Белла Кварчия, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение.